Кто не знает, значит, представлюсь. Я живу в Нальчике, ученый, занимаюсь проблемами воды. У нас, в частности, на Северном Кавказе. То есть программа уже 5 лет работает. Это после моей поездки в Тибет. То есть до этого я занимался как-то, но вот эта поездка стала переломным моментом, потому что, во-первых, там я наконец-таки узнал, что есть некоторые тайны воды, которые официальная наука слышать не хочет ничего в этих тайнах воды. И встретился с очень уважаемыми людьми, которые мне представили как хранители вот знаний. Ну, это как бы звучит мистически, на самом деле никакой мистики нет. Они не буддисты, никто, они просто охраняют знания. Привели потому, что я оказался с Кавказа. Со мной был профессор Коротков Константин Георгиевич, он был с Питера, его не позвали, потому что сказали, нам нужен человек, который из Кавказа. Значит, показали несколько манускриптов и сказали, когда приедешь, вот твоя тема воды, ты разовьешь ее до той степени, вот как она сейчас. И когда вернешься к своим, у вас там есть горная страна. То есть они вот так знают, не по странам и так далее. Значит, эта горная страна, она очень древняя. Не так, как официальная история пишет. То есть по подсчетам их, ей около 40 тысяч лет. Не 5, не 4, а 40 тысяч лет. В свое время к этим людям приезжали из Германии, вот Анна Нерба, Блюмкин приезжал, именно для того, чтобы получить подтверждение, действительно ли от подножия Эльбруса пошла кавказская арийская раса. Действительно она оттуда пошла. То есть все жители Северного Кавказа, мы потомки ариев. Реально. Немцы об этом узнали чуть раньше. Мы узнали вот чуть позже. Арийская раса, потом ее назвали кавказская раса. Ну, потом по модному течению назвали индоевропейской. Ну, по существу, многие из нас являются потомками ариев, особенно те, у кого глаза карие. Понимаете? К ариям. Мы близко к ариям. У многих, да. Значит, флагман, будем говорить, народ, который, в принципе, здесь самый древний, это народ чеченский. Это факт. Почему именно сейчас вы начали вот эту борьбу за узнавание истории? То есть откуда это вообще взялось? Оно в душе, понимаете? Подсознание, оно, как сказать, народ связан с землей, на которой он живет. Энергия земли, кровь народа и его душа, они взаимосвязаны. Связаны не эманациями, это излучение невидимое глазу. То есть приборов нет, которые замерили, но все понимают, что это есть. Даже если уезжает кто-то на чужбину, его зов крови тянет назад. Это физическое явление. И кровь связана с душой, а связывает их вода. Вода в горах, и в Чечне, и Кабардино-Балкарии, и Карачаево-Черкесии, там, где есть горы, она всегда сильная была. Сильная вода рождает сильных людей. То есть, говорят, горячая кровь, у него все в крови. Почему? Потому что сильная вода делает сильную кровь. Сильная кровь делает сильный характер. Понимаете? То есть логично. Если возьмем равнинные места, река тихая и народ тихий. Но это не только у нас, это по всей земле. В Китае также, Китай рослый, крепкий, вьетнамцы уже немножко слабенькие, зубы такие у них. Если американский континент, перуанские индейцы крепкие, индейцы Амазонки уже хуже по здоровью. Все зависит от воды. Теперь история насчитывает 40 тысяч лет. Как вам сказать? Официальная история этого не признает никогда. Почему? Потому что новое всегда пробивает себе тяжело дорогу. Особенно, вот я 2 раза был в Российской академии наук, я вам скажу, это тот же Белый дом какого-нибудь республики. Наверху кто сидит, они не пускают ничего нового. Форточку закрывают, ветерок никогда не забежит туда.
Потому что и многие ученые современные, они если сейчас выступят и расскажут и покажут, что им открылось, например, то тогда многим надо покидать свои кресла. То есть они совершенно впустую потратили свою жизнь. Они доказывали то, что, собственно говоря, не имеет никакого отношения к действительности жизни. Вернемся, значит, немножко отвлекся. Дело в том, что язык – душа народа. Один из самых древних языков на земле, как это ни странно звучит, если по России, это чеченский. По одной простой причине. В словах образы. Язык древний тогда, когда слово образует образ, картинку. Все остальные языки, вот нас усиленно обучают английскому, это язык более поздний, там нет образов. Понимаете, образов нет. Здесь любое слово имеет уже образ, картинку. Это говорит о том, что далекие предки, когда формировали слова, слова им нужны были для передачи информации об окружающем мире. Понимаете, вот почему картинки. То есть древние языки всегда языки образов. Остальные языки, то есть диалекты, производные и так далее, это все уже более идет по пути деградации. Например, почему шла война одно время между Англией и Ирландией? Ирландский язык, диалект английского. Причина была всегда, что диалект. Понимаете, диалект это более примитивное уже. То есть диалект это искажение нечто совершенного. Вот. А так как совершенное уже не требует каких-то изменений, оно уже совершенно, да, то есть, ну как законы Всевышнего. То есть, если бы люди жили по законам Всевышнего, они совершенны, то на земле был бы рай. Но они создали законы государств, то есть человеческие, несовершенные законы. Отсюда эти искажения приводят к тому, что мы постоянно у нас войны, воюем, беда у нас, убиваем землю, на которой живем, потому что мы законы Всевышнего не вплетаем в законы государства. Парламент, ни один закон Всевышнего никогда не использует в формировании своих законов. Им никто об этом не говорит, а они сами этого не знают. Понимаете? Наверное. Если бы это было... Может быть, заведомо и знают, но... И вот Чеченская, будем говорить, республика, первая в новейшей истории, которая наконец-таки начинает об этом не только задумываться, но придет время, когда эти законы начнут вплетать. То есть здесь вот Северный Кавказ и еще 6 горных стран. 7 горных стран всегда были, есть и будут под защитой Всевышнего. Это то, что мне рассказали в Тибете. Число 7 сакральное. То есть мы, Алтай, гора Белая, похожа на тоже 2 вершины, как Эльбрус и так далее. Это то, что в России. Остальные это тот же Тибет, гора Кайлас, Фудзияма, Япония, гора Рарайма в Венесуэле. Кстати, почему именно там такой сильный дух был и Венесуэла у Чавес, помните? Какой всплеск произошел. То есть народ с ним совместился, и они буквально за 3-4 года бедность победили. То есть дух может поднять народ на такую высоту, что ему уже не страшно ничего, даже США. Понимаете? Почему ни в Кабардино-Балкарии, допустим, ни в Карачаево-Черкесии, ни в других республиках не началось вот это движение посмотрели, что история не та. Понимаете? Собственно, зачем? Неужели не устраивает история? Оказывается, не устраивает. Потому что дух человека всегда свободный, и он ищет всегда правду. Это заложено в душе человека. От этого никуда не деться. Если вы не будете этим заниматься, это испепелит вас изнутри. Понимаете? Вы не сможете. А так как чеченский народ изначально многие тысячелетия жил именно такой жизнью, то есть обычаи. Посмотрите, обычаи всегда передавались на основе знаний, не учений. Знание это то, что не искажено, не записано. Тысячелетия передавались из уст в уста. Вот я умираю, я своему сыну оставлю только правду. Я его люблю, я не хочу, чтобы он ошибся. Мы ложь не можем оставить. Как только начались первые записывания, произошли первые искажения. Потому что ты обычаи передаешь от души. Там нет искажений. Записываешь ты мозгом. Мозг искажает.
Мозг наш враг. Вы всегда всю свою жизнь, вспомните, вы от души делали, не задумываясь, только добро. В душе не бывает зла. Всевышний создал душу человека, там нет элемента зла. Оно здесь. Все гадости в жизни вы делали, задумываясь. Понимаете? От души вы невозможно сделать зла. От души никого не убьешь, не оскорбишь. Не бывает такого. Понимаете? Поэтому сейчас наступило время, когда самое важное в человеке, это его душу, надо поднять опять на пьедестал. Как и воду. Понимаете, зачем была эта программа создана, живая вода? Потому что вода это дар Всевышнего. И он должен быть на пьедестале. Мы сейчас об него ноги вытираем. Мы очень неправильно себя ведем. Понимаете? А дар Всевышнего нельзя под стол прятать. Он дан для того, чтобы мы хорошо жили здесь. Но мы живем плохо, потому что мы не воспринимаем дар Всевышнего как дар. Мы не ценим его. Мы уничтожить воду не можем. Мы полностью от нее зависим, она от нас никак. За миллионы лет ни капелька воды никуда не исчезла. Даже в эпицентре ядерного взрыва вода все равно куда-то испарится, но она не исчезнет. Значит, задача сейчас повернуться к воде на 180 градусов. Спасая наши реки, водоемы, питьевую воду, мы спасаем себя. Понимаете, мы от нее зависим. И чем быстрее мы начнем это делать, тем быстрее мы оставим потомкам оазис. Сейчас пока что мы оставляем пустыню. За какие-то 30-40 лет почти все реки, в том числе вот в Чечне, в Осетии, нет республики, которая не пострадала от этого. То есть все пришло в негодность. И это не инопланетяне сделали, это сделали мы. Или сделали сами, или при нашем равнодушии. Все это происходило. Вот насчет Тибета. Они так и сказали, чеченцы. Да, они сказали, почему? Потому что знали нас. дело в том, что хранители знаний знают, что было, что есть и что будет. Понимаете? Почему, вот смотрите, почему Гитлер туда посылал за знаниями? Почему он не мог где-то в другом месте? Он знал, что там, во-первых, отдаленное место. Во-вторых, там изначально, вот если изначально на Земле где-то есть местность, что-то, вот где-то постоянно есть родина кофе, есть и так далее. Вот знания именно там. Почему? Они ведь передали мне, не записывая. Запиши. Мне говорят, а что ты не записываешь? Я уже точно знаю, что при записывании произойдет искажение. Кто-то запишет с моих записей, и через 10-15 лет там будет сказка, там не будет правды. Там обязательно кто... У нас сидит здесь, например, человек 20. И каждый Мы люди. Да. Через 50 лет расскажут, что здесь было несколько тысяч. И этому поверят. Поэтому история народа, она всегда сложна. А сложна по одной причине. В слове сложность есть корень, ложь. Она записывала. Обычаи передавались всегда просто. В них рост. Понимаете? То есть, вот когда-то пророк Иса сказал, будьте как дети и спасетесь. Потому что ребенок, что видит, то и говорит. Он еще не вырос до состояния взрослого, он не научился врать, обманывать, убивать. Он все, что видит, говорит. Когда люди будут именно так, а так, собственно, и было. Вы посмотрите, обычаи настолько просты, что они велики. И все великое передается без искажений. 1000 лет обычаям, ни одного искажения не было. Меня повели в библиотеку Лхаси, это столица Тибета. Там международная библиотека. Там есть, значит, высказывания всех мудрых людей. Там я прочитал высказывание Абдуллы Аль-Малиха, это ведущий проповедник ислама, 18 век, Египет. Он пишет в своих трудах: изучая обычаи народа, живущего по ту сторону Кавказского хребта, который называют себя народом Ноя, пришел к потрясающему открытию. Их обычаи не только не противоречат законам, данных нам Всевышним, но во многих местах так их и применяют и разъясняют, что многим нашим эфенди надо взять у них пример. Поэтому воистину благословенна та земля, на которой живет такой народ. Это писал в 18 веке. То есть он был там, изучал, видел. Он нашел, что обычаи это то, что наблюдение за природой. Там нет искажений.
Люди столетиями смотрят и понимают, как правильно жить, чтобы не нарушать природу, чтобы отношения между мужчиной и женщиной, между детьми были гармоничными. Потому что народ хочет жить счастливо. Счастливый народ делает все правильно. Несчастный народ все искажает. Понимаете? И вот тяга быть к счастливым народам и привела к тому, что в новейшей истории сейчас вы первые, как форпост, вот, начинаете поднимать эту тему, чтобы потом, как мягким пуховым одеялом, накрыть все остальные республики Северного Кавказа. То есть вы как бы, вот факел, за вами должны пойти. Вы просто сейчас немножко не осознаете, на вас лежит огромнейшая ответственность. Вы не имеете права на ошибку. Ошибетесь, не то, что вас затопчет, но и весь народ пойдет по неправильному пути. Вы понимаете, вот сейчас пришло время, когда в вас начинает просыпаться то, что изначально было. И другого пути у вас нет. Вы из окопа вышли, вам надо идти в атаку. Вы не можете вернуться в окоп, в окопе и так убьют. Понимаете? Встали, надо идти в атаку. Шанс есть победить. Последние 2 войны и доказали, что любой другой народ бы не было даже бы войны. Вот именно содержание в душе вот этого тяги к свободе. Свобода жить по тем законам, которые оставили предки. Потому что вы понимали, что это правильно. Ничего правильного в этой жизни нет. Вот что привело вот к этому конфликту. Не какие-то денежные, финансовые, как преподносят. Ни в коем случае. Это не было бы причиной. Народ воевал не за клочок земли, за свободу жить на этой земле. Разница огромная. Понимаете? То есть, и чем закончилось? Тем, что народ сейчас начинает подниматься. Но подниматься не только в плане там, жизненном здоровье. Самое главное подняться духовно. А духовно без правды не может быть. Значит, историческое общество создано, чтобы эту правду все-таки очистить от всего, чтобы к ней прилипло, и поставить ее на пьедестал. Чтобы после нас, которые будут поколения, они знали правду, им будет легче жить. Не зная правды, народ живет как попало, и это жизнью назвать нельзя. Понимаете? То есть вот то, что Юни начал делать сейчас, оно в принципе предопределено. То есть все идет по... И вот я говорю, я не случайно поехал вот в Тибет. То есть, казалось бы, случайно, но на самом деле ничего случайного нет. Почему я это делаю не у себя в Кабарде? Вот казалось бы, почему? Потому что там это невозможно. Вот просто невозможно, понимаете? Как сказать, медь с золотом можно спаять. Это не будет ни золотом, ни медью. Надо что-то отдельное. Вы хотите сказать, что чеченцы поспели, как говорится? Вот, да, понимаете, по предопределению есть определенные циклы жизни, времени. Вот сейчас наступает которое время, вот, оно, кстати, в Коране тоже указано. Вот оно сейчас. Видите, как день ускоряется? Только начинается, заканчивается. То есть мы ощущаем, вот оно наступило. И времени на раскачку уже не будет. Ни 10, ни 15 лет не может. Если 10 лет назад многие из вас могли сказать, знаете, вот есть белое, есть черное, а вот серое. Серое это когда кажется, я ошибаюсь. Сейчас вам уже ничего не кажется. Вы точно знаете, это белое, это черное. Все. Уже разделение произошло. Если оно произошло, вы понимаете, что и у вас времени нет, и кто идет за вами нету. Просто нету. Каждый день дорог. И поэтому, можно так сказать, лучше умереть героем, чем жить всю жизнь и ждать, пока ты станешь негодяем. Никто не хочет быть негодяем. Все герои умерли, мы войны теперь не хотим. Вы знаете, в жизни у каждого человека и наступает время, когда он может стать героем. Наступает. Не может человек прожить без героического поступка. Он или мимо его проходит, Воевать для этого. понимаете, или боится. То есть, а как? За свободу всегда воевали. Вообще жизнь на земле это сплошная борьба. Посмотрите, как животные. Они всегда борьба за жизнь. У нас, Лев, потому у что нас он есть борется за другое жизнь. мнение в этом, что
нас всегда подставляют, чтобы сделать меньше. Поменьше нас сделать. А как вы хотели? Те, которые Мы так борются за свободу, всегда... Нас всегда подставляют. Вы поймите, когда вот кто-то великий сказал, если со мной Бог, какая разница, кто против меня? Да. То, что вы делаете, это по воле Всевышнего. Понимаете? Знаете, у нас живут очень много великих народов, которые на эти грабли еще могут наступить. Но мы не хотели бы еще раз наступать. Ну тебя-то не спрашивают, тебе Тут говорят, идет слышно. борьба Спрашивают. не с людьми, тут идет борьба в душе. Духовно возрастает человек, он не значит, что он воюет с кем-то, или идет там, завоюет. Нет, духовное возрастание, это значит услышать знания, принять их и использовать. Убить зверя в себе. Да, Вот и именно. используя это знание, вы посмотрите, если сейчас Чечня начнет оздоравливаться, начнет, значит, в культурном плане расти, это разве вызовет какой-то негатив? Москва забросает деньгами, ей нужен пример. Она скажет, посмотрите, как у них. Потому что еще в России много регионов. Если здесь будет все расти, то есть свет, тогда они скажут, посмотрите, у них светло, давайте к ним, потому что кругом плохо.